Сергей Киселев, не изменяя традиции детства, прибыл в лес, чтобы самому выбрать ту самую, единственную и пушистую, которая смотрит на него. Дома запах красавицы – неотъемлемая часть праздника. Важна, говорит сыктывкарец, как часть ежегодного ритуала. И сама ель дома, и сам процесс выбора. Ощущаешь себя как в сказке. Особо сложности нету, все на сайте имеется, вся информация. Можно даже было прямо с сайта взять все, что нужно, сколько стоит елка, какую елку тебе надо вырубить или выпилить, кто как. Заплатить госпошлину, прийти в лесничество и оформить договор. Все, и остается только самое интересное, это найти то место, где обозначено в договоре. Выбрать новогоднюю ель из тех, что растут в лесу, можно самому. В преддверии праздников Сыктывкарское лесничество предлагает посетить специально отведенные участки для рубки. В основном лесные участки вдоль дороги, которые и так должны быть вырублены, например, для прокладки столбов или труб. Но брать без спроса чревато. По закону надо составить договор купли-продажи. Вам необходимо взять реквизиты. Это можно сделать в лесничестве, либо на сайте Минприроды Республики Коми. Осуществить оплату. Оплата зависит от высоты и количества деревьев. Прийти в лесничество и заключить договор купли-продажи. При себе необходимо иметь чек об оплате и документ, удостоверяющий личность. Стоимость новогоднего дерева по-прежнему зависит от высоты. Самый скромный вариант елки до метра стоит 32 рубля 30 копеек. Самый дорогой вариант – 161 рубль 70 копеек. Это если ель выше 4 метров. Год назад, к слову, было еще дешевле – 13 рублей 30 копеек. Но если срубить без договора, можно налететь на административную, либо даже уголовную статью. Далеко за елками можно и не ехать. Такие компактные елочные базары расположены почти во всех микрорайонах Сыктывкара. Все они в шаговой доступности от жилых домов. Для тех, кто хочет почувствовать запах хвои дома, но не имеет возможности поехать в лес, организованы елочные базары. Может, в других лесных муниципалитетах не так активно идут продажи. Но в столице спрос немалый. Во всяком случае, такие базары экономят время. Пусть красавицы там порой условные, слишком вытянутые и с дефектом иголок. Зато они настоящие. А еще решается проблема хранения ели. Начнет подступать Новый год, будет новая ель, как в детстве. Мария Евстафьева, Олег Костромин, телеканал Юрган.